Следственная оперативная группа в полном составе на выезд. Следственная оперативная группа в полном составе на выезд. Здравствуйте, уважаемые жители города Канаш. В эфире передача по сводкам УВД, и с вами Анастасия Горшкова. Сегодня я вам расскажу о способах и видах мошеннических действий. Одно из видов мошеннических действий – это предложение от лжеброкеров. Злоумышленники связываются с потенциальными инвесторами через социальные сети или звонят им под видом сотрудников известных инвестиционных компаний. Предложение заманчивое. Нужно лишь открыть брокерский счет и инвестировать от 10 тысяч рублей. Доход не меньше 1 миллиона. Для открытия такого счета мошенники требуют установить приложение. Далее программа имитирует якобы рост доходов от инвестиций, в том числе в криптовалюту. Как только у инвестора возникает желание вывести деньги со счета, начинаются проблемы. Лжеброкеры говорят, что сделать это сложно, нужно пополнить счет еще раз на определенную сумму, оплатить страховку или ежедневное размещение валюты в европейской ячейке, либо найти поручителя. В итоге инвестор теряет свои деньги, а заодно и надежду на будущие миллионы. Вариант этой мошеннической схемы – участие в уникальном инвестиционном онлайн-проекте известного банка. Завлекают потенциальных жертв при помощи писем на электронную почту. Злоумышленники, оформляя сообщения, копируют визуальный стиль финансовой организации и далее для убедительности используют те же корпоративные цвета, логотип и другие элементы. Для участия в выгодной кампании предлагается перейти по ссылке из письма. После чего жертве предложат пройти опрос, указать заработок, предпочитаемый способ хранения средств и контактные данные для связи с представителем организации, а также дадут доступ к специальному приложению. А уже там понадобится ввести данные своей банковской карты, с нее аферисты потом и спишут деньги. Иной вид мошенничества – это под видом специалистов известных телекоммуникационных компаний мошенники стараются получить доступ к аккаунту пользователя. Они звонят жертве и утверждают, что действующий договор заканчивается и его необходимо продлить, иначе номер передадут другому абоненту. Идти никуда не нужно, все можно сделать по телефону, уверяет злоумышленник. Достаточно продиктовать код из поступившего СМС. Следующим шагом является перейти по ссылке, где нужно ввести еще один код. Таким образом, человек не продлевает договор, который на самом деле является бессрочным, а предоставляет данные для входа в личный кабинет на портале госуслуги и всю информацию о себе, которая хранится на этом ресурсе. Есть и другая цель, которую преследуют мошенники, представляясь оператором связи. Жертве также поступает звонок с предложением по смене тарифного плана, подключением опций замены сим-карты. Чтобы реализовать любое из действий, абоненту необходимо продиктовать код из поступившего СМС, который придет на его номер. С помощью данного кода злоумышленник получает доступ к личному кабинету пользователя на официальном сайте оператора, а уже там он настраивает переадресацию сообщений и звонков с номера жертвы на свой. Это делается для того, чтобы в дальнейшем подтверждать разного рода операции, вывод средств банковских карт абонента, оформление на него кредита. Убедительная просьба: не называйте никаких данных незнакомым по телефону. Если сомневаетесь, позвоните оператору связи, который размещен на его официальном сайте. Еще одна тактика злоумышленников – это рассылка сообщений с просьбой одолжить денег близким или друзьям. Порой в своих сценариях мошенники заходят и дальше, играют на чувствах жертвы и сообщают, что ее родственник попал в беду. Если же раньше аферистам приходилось разыгрывать театральный спектакль, подделывая голос, то теперь за них это делает искусственный интеллект. Злоумышленники взламывают аккаунт пользователя, скачивают голосовые сообщения и на их основе генерируют монолог для дальнейшего обмана. Существует и другой сценарий – просьба проголосовать за детей или племянников в детском конкурсе. За ссылкой для голосования, которую мошенники отправляют со взломанного аккаунта владельца, скрыт вирус, который откроет им доступ к вашему гаджету. Ни в коем случае не переходите по неизвестным ссылкам, даже если получили их от близких или знакомых. Договоритесь с родственниками о пароле или секретном вопросе, который нужно назвать, если разговор кажется подозрительным. Данный шаг поможет раскусить намерения мошенника.
Сегодня, чтобы получить какую-либо услугу или оплатить товар, достаточно навести камеру на QR-код. Например, им можно воспользоваться, чтобы взять в аренду самокат или портативное зарядное устройство для гаджета. Правда, вместо прогулки с ветерком и заряженного аккумулятора телефона можно получить пустой банковский счет. Дело в том, что такой QR-код ведет не на официальный сайт сервиса, а на поддельный ресурс, через который аферисты крадут деньги и данные карты. Также гражданам поступают звонки и сообщения из различных банков и сообщения от государственных ведомств. Убедительная просьба: не сообщайте свои персональные данные, не называйте свои пин-коды с ваших банковских карт. В связи с последними событиями жителями города Канаш массово начали приходить сообщения в Telegram, где их просят устроить теракт. Неизвестные пишут в основном школьникам. УМВД России по городу Канашу призывает жителей не выполнять просьбы вербовщиков. Также приходит СМС и с другим текстом. Автор предлагает заработать легкие деньги. Если вас пытаются склонить к экстремизму или терроризму, необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы, не вступать в переписку с провокаторами, написать в администрацию мессенджера на пользователя, чтобы его заблокировали. Также необходимо сделать скрины сообщений так, чтобы был виден номер телефона отправителя. Также в настройках профиля менеджера установите ограничение конфиденциальности, чтобы исключить поступление сообщений от неизвестных абонентских номеров телефонов. На этом наш выпуск завершен. С вами была Анастасия Горшкова. Следственная оперативная группа в полном составе на выезд. Следственная оперативная группа в полном составе на выезд.